на круглом столе, который мы проводим непосредственно по итогам республиканского этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». Вместе с нами работает непосредственно Нина Николаевна Евсеева, являющаяся победителем республиканского этапа 2021 года. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. И Светлана Анатольевна Ныркова, член жюри, в данном случае республиканского этапа, заведующий Центром аттестации педагогических работников КРИРО. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, мы уже поднимали данный вопрос относительно проведения круглого стола, и думаю, что в программе 2022 года в конкурсе появится методический семинар, где и участники, и сопровождающие, и специалисты муниципальных методических служб уже смогут непосредственно по итогам проведения конкурсных испытаний задать все интересующие их вопросы членам жюри, для того, чтобы получить на них, допустим, тут же ответы здесь и сейчас, всего того, что касается непосредственно участия в конкурсных испытаниях. Ну а мы анонсировали достаточно давно о том, что данный круглый стол пройдет в стенах института, и естественным образом мы предлагаем наш круглый стол выстроить в таком живом формате, в данном случае, чтобы вы тоже к нам подключались и задавали вопросы. Поэтому я напоминаю о том, что у вас есть данная возможность написать нам в чате. И в специальной вкладке «Вопросы». Уважаемые коллеги, мы видим участников, у нас есть и представители муниципальных методических служб, и непосредственно заместители, руководители общеобразовательных организаций и так далее. Да? И естественным образом нам бы хотелось как раз вот в таком живом формате ответить на интересующие вас вопросы. Но для того, чтобы начать непосредственно, мы попросили Нину Николаевну задать, наверное, животрепещущие, в том числе и ее вопросы, касающиеся проведения республиканского этапа и всего того, на что, может быть, стоит обратить внимание участникам будущих, так скажем, да, конкурсных состязаний и, соответственно, сопровождающих нас и их лиц. Николаевна, вам слово, вы можете поприветствовать, в общем-то, наших всех гостей и задать свои вопросы. Всем добрый день. Поздравляю коллег с наступающим завершением учебного года. Все еще в силе, в тонусе работаем, на экзаменах. Но, тем не менее, не забываем о том, что совсем скоро опять надо будет готовиться к профессиональному конкурсу «Учитель года России». И я думаю, мой вопрос, наверное, будет интересен многим. Скажите, пожалуйста, испытание состоит из нескольких этапов. На каком из этапов жюри было труднее всего работать? Возникало, может, больше всего вопросов к участникам? Ну, уважаемые коллеги, если позволите, я начну, наверное, ответ. Светлана Анатольевна, конечно же, выскажет свою позицию по этому вопросу, если она не будет совпадать с моей, поддержит меня в чем-то и так далее. Наверное, самое сложное – это когда все-таки ты принимаешь решение о том, кто пройдет восьмерку и так далее, но по совокупности испытаний. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что первый этап – они, в общем-то, являются, конечно же, подготовленными, да, то есть люди, которые могут сопроводить, которые могут подсказать, например, как составить урок, какую технологию выбрать, допустим, какое предметное содержание отобрать в рамках данного предмета, что показать на методической мастерской и прочее. И поэтому в этом отношении, как правило, мы действительно видим работу команд, да, мы видим те достижения, которые педагог может продемонстрировать и так далее. И когда фактически мы наблюдаем вот все разнообразие, потому что у нас участники представляют самые разные предметы, и предметного содержания, и методического, да, и, собственно, тех психолого-педагогических подходов, которые лежат в основе профессиональной деятельности, организации учебной деятельности и так далее. Мы, конечно же, исходим из принципа, допустим, насколько методическая мастерская, связанная с уроком, насколько это то действительно, о чем мы заявляем, говоря в профессиональном сообществе, например, действительно используем в рамках реальной какой-то практической деятельности. Поэтому лично для меня вот этот этап – это, конечно же, определение восьмерки, потому что, по идее, у нас есть критерии, у нас они достаточно хорошо проработаны, разработаны,
Может быть, где-то нам не хватает, например, там, несколько баллов поставить и прочее, но я думаю, что этот вопрос решаем. Но на самом деле вот критериальная база, она позволяет отследить интересующие моменты. А в целом, мне кажется, для нас, для членов жюри, это такая проблема. Светлана Анатольевна, как ваше мнение? Что вы по этому поводу скажете? На что обратите внимание? Уважаемые коллеги, ну, конечно же, да, есть разные этапы, есть этапы заранее подготовленные, где участников, сопровождающие, да, вот методисты могли потренироваться, позадавать ему вопросы. Но, на мой взгляд, вот все-таки особым образом, и всегда это так бывает, проживается урок, да, потому что вот здесь невероятная работа организма участника, да, то есть вся его физика, вся его психика включается в процесс, и, как это ни странно, включается все жюри, да, потому что и соучаствуют, и как будто бы вот вместе моделируют урок или домоделируют его. Действительно включается организм членов жюри, да, вот в полной мере. И зачастую действительно ощущение, что ты не, да, трудом не умственным занимался, а физическим, да, вплоть до боли в спине. Поэтому, ну, наверное, вот урок остается таким замечательным и удивительным этапом, который открывает личность участника, вот как бы он ни был подготовлен. Ну, а вот от себя добавлю, там, самый сложный или самый легкий момент. Конечно же, для меня еще очень важен момент, и я радуюсь, что у нас это происходит, когда наблюдаешь, уважаемые коллеги, за вами в динамике. Вот вы приехали на семинар, да, вот вы уже включились в общение с преподавателями, с группой, у вас были определенные взгляды на конкурс, да, на свою профессиональную позицию, и каким удивительным образом вы развиваетесь, да, стремительно на протяжении всего конкурса. Поэтому вот такое вот ваше личностное развитие, личностный рост наблюдать и очень радостно, и очень непросто. Ну, я бы сказала так, замечательно, что это происходит. Ну, я хотел бы обратить внимание, поскольку мне доводилось еще принимать участие в федеральных этапах конкурса, на самом деле действительно я поддержу Светлану Анатольевну, большинство как раз членов жюри первого этапа действительно обращает внимание на урок. То есть это действительно живая физика, это, по сути, все то, что мы можем реально видеть, как проявляется в человеке и его личность, и его непосредственно профессиональные намерения. Но в целом, продолжая вот разговор с Светланой Анатольевной, уже подняла вопрос именно семинара. Нина Николаевна, у меня тогда к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот именно участие в очном семинаре, который, в общем-то, был организован институтом, что он, по сути, вам дал? Вот сам семинар и участие в нем, то есть насколько это действительно, может быть, способствовало такой вот подготовке к республиканскому этапу данного конкурса? Что вы можете сказать? Безусловно, участие в этом семинаре для меня это бесценный опыт, потому что все-таки мы, как учитель, как преподаватели, работающие в школе с детьми, да, все-таки не часто обращаем внимание вот на научную обоснованность нашей работы. А когда я прослушала, активно участвовала на всех занятиях на семинаре, я просто перевернула свое видение моей деятельности в школе. Мне вот это бесценный опыт. Первый день, я уже с Ланой Анатольевной говорила, что первый день было впечатление, я ничего не понимаю, говорят на русском языке, но я ничего не понимаю, о чем говорят. Не страшно. Второй день – это полная прокрутка в головном мозге своем, что вообще, зачем я здесь, что от меня хотят, что я должна показать, да. А третий день уже начинаешь понимать, что, ну, я же вообще-то это и делаю на своем рабочем месте. Вот такая встряска, конечно, я с коллегами потом общалась с участниками республиканского конкурса, такая встряска просто необходима, потому что осознание твоего места в школе, но это очень важно. И когда начинаешь понимать, как строится современный урок, как строится современный семинар, как строится современный мастер-класс,
для себя делаешь такой огромный шаг вперед, чтобы и при непосредственной работе с детьми вот это все суметь использовать и на благо им в первую очередь. Спасибо, Нина Васильевна. Нина Николаевна. Я уже привыкла. А почему? Нина Николаевна, уважаемые коллеги, это не постановочный вопрос. Я его специально задал нашему победителю. Почему? Потому что, конечно же, нам очень хотелось, чтобы все непосредственно участники республиканского этапа принимали участие в таких очных семинарах, курсах. И если они действительно имеют такой эффект, то, конечно же, нам хотелось бы, чтобы он был получен всеми непосредственно нашими коллегами, нашими участниками. А можно я добавлю? Конечно. Вы знаете, уважаемые коллеги, вот складывается так, что мы этот семинар проводим, ну, если не каждый год, да, то там с перерывом вот в том году все сложилось несколько иным образом. По-разному, очень много и от вас зависит от того, как проходит этот семинар, да, потому что диалоговый режим – это активность обеих сторон. Разные эффекты это, наверное, дает для каждого участника. Многое зависит от того, с какой целью вы приехали, да, какими мотивами вы руководствовались и как вы попали на конкурс. И вот эта вот вработанность, да, в семинар, она, безусловно, усилие это как минимум двух сторон. То есть насколько вы хотите, да, понять, разобраться, да, что вы можете взять. Тут дает особый эффект группа. Я такой пример приведу. Я сейчас анализирую опрос экспертов Республиканской аттестационной комиссии. К ним вопрос был задан наряду с иными. Какая форма повышения квалификации для них является самой эффективной? Ну и, наверное, 95% ответили, что очное обучение. То есть это, знаете, уже как крик о помощи, очное обучение. И вот довод в эту пользу, да, очного обучения – это сам эффект группы. Да, то есть когда вот вы собираетесь, идет вот эта работа в группе, мы имеем с вами возможность получить результат вот не на 2, не на 3 умноженные, а на 10, да, как минимум, потому что такие задействованные механизмы, да, и психологические, и психические, которые вот в обучении, скажем, без коллег, они недостижимы. А конкурс – это все-таки мероприятие не одиночное, да, это вот совместное такое мероприятие. И, безусловно, вы обучаетесь друг у друга и зачастую делаете в себе такие открытия, о которых не подозревали. Поэтому, коллеги, принимайте участие в наших семинарах, и думаю, что это позволит вам достичь хорошего результата, участвуя не только на республике, но и, возможно, в других каких-то конкурсных испытаниях. Уважаемые друзья, я напоминаю, что у вас есть возможность задать вопросы нам в чате, и, соответственно, вы можете задать вопросы по процедуре, по содержанию и так далее. Мы приветствуем всех тех, кто к нам постепенно присоединяется, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Ну, а мы продолжим наше общение. Нина Николаевна, у вас еще, наверное, да, есть вопросы, поэтому, пожалуйста, задавайте, мы обязательно прокомментируем. В этом году первый раз был включен такой этап, как классный час, проведение классного часа. Как вы считаете, насколько результативно введение этого этапа вообще в конкурс, который называется «Учитель года», а не «Классный классный»? Если говорить, наверное, о введении данного, по сути, этапа, конечно, нужно, наверное, вспомнить предысторию. Когда-то этот этап был и на Российской Федерации, потом его поменяли на внеурочные мероприятия. И, естественно, после того, как его провели уже непосредственно в 2019 году в таком формате, который, собственно, ну, привел, может быть, к неуспеху части, так скажем, да, участников России. Я немножко прокомментирую. Дело в том, что, по сути, был предоставлен двойной выбор. Это означает, что человек заранее не знает, в каком классе он будет проводить внеурочные мероприятия и, соответственно, по какому направлению. И данная жеребьевка уже проводилась после проведения участникам, в данном случае, конкурсного испытания «Урок». Необходимо было показать внеурочное мероприятие уже через 2 дня. Поэтому уже в 2020 году, скорее всего, на
этом фоне, поскольку тоже было проведено анкетирование, где в отношении данного конкурсного испытания было высказано определенные, наверное, все-таки претензии, так скажем, да, может быть, часть организации и прочее. И поэтому вернулись к этой. Если говорить в целом, насколько она целесообразна и почему не в классном, да? Мы с вами помним о том, что учитель выполняет самые разные функции. Как правило, большая часть всех участников конкурса «Учитель года», в том числе и России и так далее, является классным руководителем, то есть выполняет данные функции. А поскольку в настоящий момент вопросам воспитания придается непосредственно такое вот значительное внимание, да, не просто интерес, а именно это становится уже такой средством государственной политики в целом, определяющим, каким должно быть воспитание, да, какие ценности являются непосредственно ведущими, каков образ, собственно, гражданина непосредственно должен быть сформирован в рамках этого процесса. Поэтому к воспитательной деятельности, в том числе и в рамках «Учителя года», я думаю, что мы вернулись целесообразно и вовремя, поскольку это, во-первых, позволит учителю продемонстрировать себя в несколько иных ипостасях. То есть здесь он выступает уже в роли как классного руководителя. Я приведу пример. В 2019 году это тоже стало таким, скажем, камнем преткновения, потому что по содержанию внеурочные мероприятия действительно походили на классные часы. То есть фактически... Или на уроки, или на классные часы. Да, фактически учитель выполняет, допустим, по основному месту работы самые разные функции, то есть он является учителем-предметником и одновременно классным руководителем. По сути, внеурочное мероприятие представлял, собственно, как классный час, как воспитательное мероприятие, ориентированное в данном случае на развитие личностных особенностей, что выходило непосредственно за регламент и так далее. Мне кажется, что все-таки это оправдано, и в целом, если мы вспомним о личностных результатах и о том, что мы должны их достичь, допустим, к какому-то определенному возрасту и так далее, то, естественно, наверное, в рамках конкурсных испытаний необходимо предлагать такие, которые позволили выявить, а насколько у наших конкурсантов это получается. Угу. Уважаемые коллеги, во-первых, я бы хотела всех поблагодарить за классный час. Да? У меня был опыт, да, наблюдения за классными часами в отдельном конкурсе и вот в нашем. Благодарна я вам прежде всего за то, что вам удалось выдержать рамки профессиональные, этические, да, совершенно деликатно, да, и тонко затрагивая духовно-нравственные аспекты жизни детей. То есть здесь вам эти вещи, да, удалось реализовать, не навредив никому, да, то есть вы были совершенно экологичны, да, и для себя, и для детей в первую очередь, да, и не пострадал жюри с точки зрения, да, обращения вашего к духовно-нравственной тематике. Спасибо вам большое, это дорогого стоит. И это как раз для меня особое благо и такая радость моя профессиональная, да, что группа сработала, поняла, да, и простроила правильные цели, нашла верные средства и слова. Это то, что касается вашей работы, поэтому классный час. Если даже не удалось где-то до конца раскрыть тему, да, но это было достойно, и это были не бесполезные встречи с детьми, да, то есть дети вышли с определенным результатом. С другой стороны, да, вместо классного часа нужен он, не нужен. Но я двумя руками за, да, нужен. Вспоминая работу двух совершенно замечательных учителей, Натальи Владиславовны Черновой, Ирины Анатольевны Ульяновой, как они готовились, да, на Россию к мероприятию, тогда называлось «Разговор с учащимися», был там еще и разговор с родителями, и это был очень непростой для обеих этих чудесных, да, учителей
учителей тренинг вот, подготовки, и точно знаю, да, что обе вышли с очень хорошими профессиональными и личностными приобретениями, усилив свои стороны и как учителя, вот предметники, да, как учителя, которые ведут некий предмет. То есть совершенно однозначно у учителей усиливалось понимание детей, да, умение увидеть место ребенка, затруднение ребенка, вот каждого в классе. Потому что на тренинговых мероприятиях мы не 12 и не 15 человек, да, сажали в группу, с 30 работали наши девушки. Что касается подводящего, да, побуждающего диалога, эта сторона тоже, да, вот эти умения развивались, да, у учителей, хотя вот у них тоже испытывали изначально определенные затруднения. Появлялась некая свобода импровизации, да, и опять же умение разобраться с теми понятиями духовно-нравственными, то есть вот овладение, да, алгоритмом работы, да, с такими вот понятиями, которые крайне важны в работе учителя и его взаимодействии с детьми. Поэтому за классный час я обеими руками, да, но безусловно, как и всему, да, этому нужно обучаться и обучаться, наверное, всю жизнь. Профессиональную жизнь. Уважаемые коллеги, в проекте, который мы, по крайней мере, видели и обсуждался непосредственно на встрече с министром Кравцовым 9 апреля, данное конкурсное испытание сохраняется. И, соответственно, поскольку мы в основном проецируем ту конструкцию, так скажем, да, конкурса, в том числе и на нашем республиканском этапе, я полагаю, что данное конкурсное испытание сохранится, классный час, поэтому в следующем году мы поступим непосредственно точно так же, и вы фактически, основываясь уже, так скажем, на тех, может быть, высказываниях, которые были предложены в качестве конкурсных, будете готовить непосредственно содержание классного часа. Уважаемые коллеги, а у нас, по крайней мере, у меня возникает вопрос в связи с этим тогда к вам. Классный час у нас проводился в данном случае посредством определения, так скажем, да, определенного, так скажем, нумерации, высказывания, которые ляжет в основу непосредственно выбора того содержания и, соответственно, работы с тем классом, который был, например, на уроке. Скажите, пожалуйста, насколько, по вашему мнению, если у нас есть участники этого года, да, или если есть специалисты, которые сопровождали, это оправдано, и если вы согласны с тем, чтобы оставить такой формат, мы предлагаем, например, высказывание Александра Сергеевича Пушкина, либо Льва Николаевича Толстого и так далее, оно формально вытягивается нашим конкурсантам и, соответственно, берется за основу при разработке содержания классного часа. Насколько вот эта технология, вот как вам кажется, является приемлемой, неприемлемой, если вы согласны с тем, что ее можно использовать далее, то есть именно такой подход, вы, пожалуйста, поставьте в чате плюс, если же не согласны, минус. Уважаемые коллеги, мы приглашаем вас в чате отметить ваше мнение. Спасибо. Спасибо, Анастасия. Спасибо, Гюзель Римовна. Спасибо, Екатерина. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, Евгения. Очень приятно всех Спасибо. видеть. Спасибо, Здорово. коллеги. Ну, фактически, посмотрите, пожалуйста, наверное, может быть, содержание этих высказываний, наверное, должно быть доступно, так скажем, до проведения, собственно, республиканского этапа, и они могут быть представлены уже на установочном семинаре. Спасибо, спасибо, уважаемые коллеги, что вы следите за тем, что мы, о чем мы говорим и что мы обсуждаем. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос по пройденному, так скажем, по проведенному, извините, конкурсу. Да, мы просили, в чате уважаемые коллеги. и, соответственно, либо в специальной вкладке. Вот. Ну, У кого-то, может быть, есть возможность включиться с микрофоном, да, вот да. только в чате, да, у нас? Уважаемые коллеги, кто готов произнести вопрос вслух, вы Напишите в чате. напишите в чате, с нами наш уважаемый Александр Михайлович, он включит вас вот в эфир. Будем очень рады, да, вас слышать, пожалуйста. Ну, а у нас в данном случае тоже есть вопрос для Нины Николаевны. Вам придется сегодня отдуваться, так скажем, за всех. Извините за такое слово.
А лично для вас, вот какое, собственно, конкурсное испытание? Методическая мастерская, урок или мастер-класс, или классный час и так далее были сложными, или какой-то из них был, из этапов сложных? Вот, наверное, как раз этап «классный час», хотя мы темы знали заранее, эти 8 формулировок, они у нас были. Когда я готовилась к конкурсу, я, конечно, со своей группой поддержки продумала, какая тема попадет, как ее можно раскрутить, как перейти на возраст 6 класса и так далее. И когда была жеребьевка, попалась тема, которую я вообще-то не очень хотела. Хотя это высказывание великого классика, но я понимала содержание этого высказывания, оно очень глубокое, объемное. И как шестикласснику объяснить, его раскрыть, эту тему, я понимала, что практически это невозможно. И я вынашивала идею этого классного часа до 11 вечера, и в 11 вечера только стукнула, как надо подойти к раскрытию темы. Несмотря на то, что я участвовала в профессиональном конкурсе, в республиканском конкурсе «Классный-классный», «Классный час» для меня на конкурсе «Учитель года» оказался одним из самых трудных, потому что надо учесть все нюансы, а после обучения на научном семинаре, когда мы уже поменяли свое мировоззрение в поведении педагога относительно детей, чтобы не навредить в первую очередь, не сделать то, чего бы не стоило во время проведения классного часа. С учетом всех этих нюансов, у меня идея классного часа очень долго вынашивалась. А потом до часу ночи все было готово, и участием детей, проведением классного часа я очень довольна. Его же, кстати, я провела и на своих шестиклассниках в Сосногорске уже. Они тоже были под большим впечатлением от такого формата, потому что мы немножечко все-таки по-другому работаем с ребятами. У нас свой выстроенный тип отношений, тип проведения классных часов. А здесь мы пошли таким образом, и ребятам это очень понравилось. Наверное, самый сложный для меня именно из-за формулировки темы был классный час. Напомним, формулировку? Да, я как раз хотела это сказать. Уважаемые участники круглого стола, Александр Сергеевич Пушкин: гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие. Действительно, у меня, наверное, вопрос к Светлане Анатольевне. А можно ли объяснить, почему все-таки у педагогов классный час тогда вызывает так много, может быть, вопросов, в связи с чем? То есть почему для участника это становится таким испытанием все-таки? Как вам кажется? В принципе, мне кажется, как и прежде. Смотрите, что происходит с участником. Во-первых, мы касаемся на классном часе ценностей. Ценностей наших личностных, в первую очередь. И что делает наш учитель? Он сначала думает со своей позиции, А ведь нужно еще и подумать с позиции как раз шестиклассника, что волнует ребенка, на этом возрастном этапе, к чему он стремится, как он толкует разные понятия. И ведь гордиться, своими предками можно ведь и на уровне, отношений со своими родителями, бабушками, дедушками. То есть их восприятие, этой темы должно быть, максимально приближена к тем вопросам, которые волнуют детей этого возраста. И когда совершенно наш замечательный, ответственный, совершенно любой, учитель начинает метаться, между тем, как же поступить, что же сделать. Наверное, первый совет, все-таки как преломляется эта тема, в восприятии ребенка того возраста, с которым вы планируете работать, еще проще поговорить со своими детьми. В принципе, я это советовала и на семинаре. И там, безусловно, есть еще дополнительные алгоритмы, которые дадут классному часу состояться в любом случае. А наша уважаемая участница отнеслась к этому еще более ответственно. У нее, она успела сделать очень интересные заготовки. И они сработали. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что у вас есть возможность задавать вопросы в чате. Продолжая... Александр Викторович уже как радиоведущий, призывает вас. Коллеги, ждем. А то мы сейчас улыбнемся и пойдем дальше работать с Ниной Николаевной. Мы сегодня уже начали подготовку, уже к федеральному конкурсу.
Светлана Анатольевна, как раз посмотрите, пожалуйста, действительно, учет, наверное, возрастных особенностей школьников, воспитанников и так далее является исходным пунктом. Но когда мы говорим о формировании ценностного отношения, то, как правило, мы концентрируем свое внимание на так называемом когнитивном или знаниевом компоненте. И, допустим, когда мы анализируем классный час и так далее, да, очень многие участники говорят, ну вот дети узнали. То есть, по сути, это когнитивный компонент. Но все мы с вами понимаем, что мы сами знаем очень разные, так скажем, законы и так далее, права, но не всегда их исполняем. То же самое непосредственно и мы можем сказать о поведении наших школьников и так далее. То есть мало знать, наверное. То есть мы помимо знаний должны еще актуализировать сферу поведенческую в данном случае непосредственно и аффективную, то есть формировать определенное эмоциональное отношение к ценности. Почему я должен в данном случае относиться именно так, например, к своим предкам, к своей родине, например, и так далее. То есть что я закладываю непосредственно с точки зрения аффективного содержания, эмоционального, так скажем, да, в это отношение. И как я его, собственно, проявляю, через что действительно это можно непосредственно сделать и так далее. И Светлана Анатольевна как раз говорит о том, что вот любовь к предкам и так далее, она может выражаться в ближайшем окружении, то есть через отношения к своим прародителям, допустим, и так далее. И, по сути, вот эта вот связка всего, условно говоря, наверное, и даст, в общем-то, представление, в первую очередь, и о тех результатах, которые мы реально можем достичь непосредственно в классном часе. Уважаемые коллеги, да, вы помните, вот, ну вот Да. опять же, продолжая, извините, получилось, что перебила, ну так оживляем немножко, да, наш такой телеэфир. Уважаемые коллеги, с 1 сентября, да, вы реализуете новые, да, вот примерные рабочие программы воспитания. Там еще раз, да, про это триединство написано. Обращаем внимание на то, что, ну, не бывает, да, формирования, да, представления какого-то обновленного о чем-либо, да, мне уже известном, без эмоционального проживания. А эмоциональное проживание, изменение отношения, там, потребностей, мотивов к чему-то невозможно без какого-либо действия ребенка. Поэтому, безусловно, даже на одном отдельно взятом мероприятии можно включить, да, детей в такую вот деятельность, пусть умственную деятельность, да, вызвать, да, вот те их эмоции, да, их осознание, которые позволят вот сделать маленький шажок в духовно-нравственном развитии вперед. Все это, безусловно, реально. Ну и еще раз напоминаю, вот когда я говорила о возрасте, я как бы этот шажочек переступила, да, но тем не менее напоминаю. Коллеги, ну сами разберитесь с понятиями, да, которые вот вы собираетесь анализировать. Это очень наш, да, нынешнего стандарта и в воспитании, и в целом в образовании. Да. К вопросу о понятиях. Вопрос довольно-таки краеугольный, и мне тоже хотелось бы обратить сегодня внимание, поскольку мы достаточно часто, говоря и о предметном содержании урока, и даже говоря, например, о содержании классных часов, мы так или иначе всегда работаем с понятиями. И, к сожалению, не всегда в данном случае происходит, так скажем, да, эффективное, может быть, структурирование вот этой картины мира посредством определения связи между понятиями, то есть понятиями родовыми, частными, то есть между общими и частными и так далее. И у нас получается, что при изучении предметного содержания, например, при освоении там, содержания условно-классного часа, данное понятие рассматривается как самостоятельные, не связанные между собой. Но, конечно же, в основе самого понятия, да, лежит непосредственно указание на то, что это форма мышления в целом. То есть это продукт непосредственно мыслительной деятельности, но никак не память. Потому что если наша с вами деятельность будет направлена на то, чтобы дети только запомнили, то тогда наша основная задача, в конце концов, к 11 классу останется только в том, чтобы создать условия для владения детьми навыками запоминания, мнемотехники. Никто не отрицает, что это не нужно. Но в целом, говоря, собственно, о формировании понятийной картины мира, мы должны понимать, что в основе, конечно же, лежит познавательная деятельность, деятельность собственного мышления во взаимосвязи с другими психическими функциями.
и восприятие, и вот здесь мы как раз вспоминаем о ведущих каналах и так далее, которые не должны быть, наверное, все-таки основными, а должны просто учитываться в рамках организации познавательной деятельности. И внимание, и память, и формирование представлений, и воображение и так далее. Уже к младшему школьному возрасту мышление становится ведущей психической функцией, и, собственно, познавательная деятельность приобретает новую черту, а именно становится произвольной деятельностью. Поэтому это, вот это тот факт, который, наверное, мы должны учитывать при организации и учебной деятельности, и внеурочных занятий, в том числе и классных часов и так далее. Ну и, конечно же, такая схема условная, любое понятие, это есть всегда родовое понятие, то есть связь с родовым понятием, и, конечно же, указание видового отличия. Мы достаточно часто обращаем внимание на семинарах о том, что существуют межпредметные понятия, приводим их примеры и так далее. И как работают в этом случае непосредственно самые разные предметы при, так скажем, освоении детьми вот этих основных элементов и частей, так скажем, да, или вот этого видового отличия, условно говоря. Метапредметные понятия, которые также вводятся непосредственно и находятся в содержании, в том числе и предметном содержании. И вот эти аспекты в данном случае, конечно же, нам бы хотелось, чтобы вы обратили на них внимание, то есть на организацию познавательной деятельности. Тогда сразу каких авторов почитать, Александр Викторович? Не посоветую. Почему? Потому что объясню свою позицию. Еще в 2010 году Давид Иосифович Фельдштейн отметил, что на самом деле происходят существенные изменения в познавательной деятельности детей, тем более современного поколения и так далее. На этот счет существуют самые разные теории и так далее. Вы слышали, допустим, о поколении там, альфа и прочее, например, там, по ведущему визуальному каналу, но это не суть, так скажем, важно. На самом деле мы должны понимать, что происходят действительно существенные изменения в организации познавательной деятельности детей. Где-то обобщенно, наверное, мы должны искать это как-то вот в последних исследованиях, например, по возрастной психологии, касающейся в данном случае возрастных аспектов, педагогической психологии в рамках организации познавательной деятельности. Но в целом мы на это обращаем внимание в рамках, конечно же, конкурса, в рамках семинара и кое-что предлагаем. Кое-что пытаемся обобщить для того, чтобы действительно понимать, как же организована познавательная деятельность. Нужно, наверное, все-таки помнить определенные, так скажем, каноны, закономерности, и тогда это станет основой для выстраивания, собственно, этой познавательной деятельности. Познавательные мотивы, в общем-то, они характерны уже детям и дошкольного возраста и так далее. Да, и, соответственно, если ребенок, собственно, стимулирует или находится в условиях стимулирования познавательной потребности, то, соответственно, познавательные мотивы и будут непосредственно проявляться, так скажем. Да? Но, с другой стороны, конечно же, возникает вопрос, какова среда. То есть какой вопрос мы, например, задаем ребенку, чтобы он вспомнил, чтобы он запомнил и так далее. То есть что мы в данном случае стимулируем. Иногда мы задаем вопрос, но на самом деле не всегда как бы этот вопрос позволяет нам достаточно быстро выйти на какой-то, например, образовательный результат и так далее. И мы задаем дополнительные вопросы и так далее. Да. Они потеряют нить. О чем, да, немножко разбавлю, потому что, Александр Викторович, безусловно, великолепный еще и академический, да, преподаватель. Но я, опять же, обращаюсь к нашим, да, сегодняшним вот слушателям, зрителям. Уважаемые коллеги, вот все гениальное просто, да, но почему-то тяжело дается нашим педагогам. Ведь даже чтобы задать вопрос, который организует некую умственное действие, да, можно ведь поступать достаточно просто. Если я в рамках своего урока, да, хочу, чтобы ребенок установил причинно-следственную связь между какими-то, да, вот явлениями внутри изучения там какого-то процесса, да, то, собственно, я у него про это и спрашиваю. Да. Скажи мне, пожалуйста, как, на твой взгляд, вот будет влиять то-то на то-то?
Вот вам, пожалуйста, да, универсальное учебное действие, да, установление причинно-следственной связи. Также выделение существенного главного, да. Ребята, вот как вы считаете, без чего, вот что вот здесь вот является таким вот основным, без чего весь этот процесс не запустится, да? То есть вот об этом, да, прежде всего идет речь, и, безусловно, нам с вами крайне важно, да, мыслительную деятельность детей заранее проектировать, тем более, да, конкурсному уроку, и, разумеется, да, это реализовывать потом вот в практике. То есть суть-то ведь и назван, да, опять же, подводящий диалог, он про то, чтобы ребенок, да, эффективнее думал. Да, эффективнее думал, эффективнее размышлял. И вот, кстати, вот еще раз обращу внимание, сейчас работаю с группой совершенно небольшой, да, вот педагогов детского дома. Мы делаем акцент тоже вот с ними на регулятивных, да, действиях, универсальных умственных действиях детей, потому что, ну вот представьте, да, вот ребенок выходит в какую-то реальную жизнь, да, ему нужно справиться с какой-то ситуацией, там, трудоустройство, новое обучение, то есть он, безусловно, должен каждый процесс вот от цели к результату продумать, спроецировать, да, вот свои шаги. Поэтому, безусловно, вот в каждом мероприятии, с которым сталкивается ребенок, начиная от уборки помещения, там, заканчивая, да, какими-то там исследованиями, докладами, вот эта составляющая должна быть. То есть если мы хотим, да, чтобы целеполагал, да, давайте размышлять, какая будет цель. Цель вытекает из проблемы, да, давайте поймем, что в проблеме нам не дает ее решить. То есть вот эти все составляющие, они так или иначе должны быть тренируемые у детей. Ну и, безусловно, вот хочется выразить пожелание такое, уважаемые коллеги, здорово, конечно, если, да, вот мы еще и конкурсу, вот имеем небольшие такие вот группы педагогов, которые к конкурсу еще и готовятся вот так вот заранее и делятся своими педнаходками и имеют возможность, да, посмотреть, какие это все дает результаты, что меняется в мышлении детей, что меняется в их эмоциях, да, что меняется в их духовной жизни. То есть очень четко, да, замечательно, если вы прослеживаете результат и анализируете, да, что вам позволило его достичь. Ну и, конечно же, наверное, мы еще должны помнить не только о теории познавательной деятельности и так далее, но еще и о теории учебной деятельности. То есть фактически вот это классические каноны, в данном случае о ее составляющих, условно говоря, о тех действиях, которые мы должны, в общем-то, наших профессиональных действиях, для того, чтобы, например, стимулировать активность школьников и так далее, мотивировать их непосредственно осуществлять постановку учебной задачи в данном случае, осуществлять при нашей, так скажем, помощи выбор соответствующих учебных действий, проводить контроль, оценку и, соответственно, выходить уже на определенный рефлексивный уровень для того, чтобы уже замкнуть, так скажем, вот этот вот круг, начиная с целеполагания и, собственно, завершая рефлексией, то есть насколько конгруентны между собой ожидания, да, эти результаты, которые мы, так скажем, получили и прочее. Наверное, это базовые такие, так скажем, вещи, которые, ну, прописаны в любом сейчас документе, формальном документе по системно-деятельностному подходу, в любом федеральном государственном образовательном стандарте. Поэтому, конечно же, наверное, все-таки инициативность самого педагога, его профессиональная позиция в этом отношении, поиск новых каких-то форм использования новых методов, условно говоря, которые активизируют познавательную активность, деятельность школьников, делает учебную деятельность более эффективной, продуктивной, так скажем, да, там, экономичной с точки зрения достижения образовательного результата, является, наверное, таким приоритетным, может быть, началом, собственно, в профессиональном развитии в целом. Кстати, вот да. Очень интересный, да, вот момент, вот сейчас пока Александр Викторович не поменял тему, вот я задумалась тоже еще раз о рефлексии. Вы знаете, уважаемые коллеги, все-таки анализируйте, да, когда вы готовитесь к конкурсу, достигли ли вы вот той цели основной, да, которая вот связана с уроком, там, с классным часом, потому что зачастую вы несколько, да, вот вводите в заблуждение себя и детей, когда говорите, ну детям же понравилось, да, но при этом вы совершенно ушли от темы, да, вы совершенно ушли от цели.
дети могли отреагировать и вежливо, да, в том числе и эмоционально, да, на ваш некий посыл, такой вот связанный с усилением, с конкурсным усилением, да, урока или другого мероприятия. То есть вам хотелось внести какие-то дополнительные оригинальные эффекты. Но если вы при этом совершенно, да, вот уже проигнорировали содержательные аспекты, да, сам предмет, то, безусловно, вот симпатии детей, да, частично высказанные, здесь не будут, да, в плюс. Поэтому, безусловно, наверное, всегда, да, вот правильнее на протяжении всей профессиональной жизни провести, да, вот качественный урок, в котором, да, вот замыкается, да, от цели к результату и к рефлексии, нежели чем, ну, вот украсить чем-то урок эффектным, но лишить его какого-то смысла. Вот эта вот составляющая тоже важна. Да, в своих работах Алексей Николаевич Леонтьев как раз писал, что эмоции являются первичными регуляторами деятельности, нравится, не нравится и так далее. И Светлана Анатольевна правильно отметила, что дети могут просто высказать свое уважение в связи с тем, что они так воспитаны. Или, например, попросил их учитель, тот, кто привел, например, к вам и так далее. Это не означает, что данные ситуации были на конкурсах у нас. Нет, но на самом деле мы просто хотели бы обратить на это внимание, чтобы это стало основой, например, ваших профессиональных размышлений о профессиональной деятельности и так далее. Ну и в целом, конечно же, самое главное, это второй уровень, это выход на смыслы. То есть ситуация, когда мы об этом поговорили, или когда мы сказали это детям, это не означает, что по сути это приведет к образовательному результату. Мы опять замыкаем круг. Да. Необходимо организовать их действия, да, и в первую очередь умственное, да, действие, которое, да, в котором вот дети смогут, да, продемонстрировать, проговорить, да, или показать, начертить, интерпретировать, да, то, что меняется, да, в них. То есть то, что мы сказали, кивнули, пара детей, да, они согласны, не означает, что мы уже всех всему научили. Ну, наверное, мы уже будем, да, несколько завершаться, вот вопросы так и не появились. Да? Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в чате. Можно я задам? Тогда, Да, пока конечно. Нет, да? Когда мы пишем заявку на участие в этом конкурсе, мы указываем адрес персонального сайта. Каким-нибудь образом в рамках самого конкурса сайт учитывается, раз нет такого отдельного критерия? Уважаемые друзья, я хотел бы обратить ваше внимание, что действительно в 2019 году эта позиция, собственно, учитывалась. То есть был заочный этап, и, по сути, на заочном этапе было два конкурсных испытания. Это написание, в данном случае, эссе на определенную тему и анализ сайта. Начиная с 2020 года заочный этап у нас, по сути, исключен. Он представлен только в заявительном порядке. Непосредственно те ссылки на электронные адреса, адреса сайтов, которые вы предоставили, они были и оргкомитетом, и отдельными членами жюри проанализированы, то есть что непосредственно представлено на сайтах, какая информация. По сути, уже информация о профессиональной деятельности педагога наводит определенные мысли, может быть, на потенциальное содержание в рамках конкурсных испытаний, например, что может быть в методической мастерской, а что может быть в мастер-классе, а какой урок, например, он, собственно, выберет, или в какой класс он выберет и так далее. То есть, соответственно, я думаю, что и полагаю, что на следующий год у нас заочный этап непосредственно потенциально также не состоится. И вот у меня также вопрос к вам, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи. Как вам кажется, если вам кажется, что заочный этап не нужен на республиканском этапе конкурса, то, пожалуйста, поставьте плюс. Если нужен, то поставьте, пожалуйста, минус. Не нужен, да? Не нужен. А можно вот пока вы, коллеги, да, ставите плюсы и минусы, размышляете, я все-таки добавлю, да, вот по этому поводу некую свою позицию. Да, безусловно, есть конкурс. Ну, к слову сказать, есть там еще аттестация, как некий результат вашего профессионального пути за какие-то вот, да, вот 5 лет. Что такое на сегодняшний день, наверное, сайт? Да, это возможность такого разговора с детьми, не исключено, что на их языке.
Это возможность поделиться с детьми, да, вот той ценной и важной информацией, которая необходима для их личностного развития. Может быть, зато заочный этап не нужен. Но на сегодняшний день, да, если мы говорим о современном учителе, то вот наличие сайта и дополнительного источника взаимодействия со своими обучающимися, наверное, уже говорит больше об учителе, да, и предоставляет учителю больше, да, вот каналов взаимодействия, нахождения общего языка с его обучающимися. Поэтому, ну, посмотрев, да, вот правде в лицо, мы, наверное, скажем о том, что сайты навряд ли куда-то уйдут. И еще, да, вот такой вот момент, если вы на сайте каким-то образом отображаете вот вариации обобщения своего педопыта, а опыт нужно анализировать. Без анализа нет развития. Без анализа учитель остается урокодателем. Поэтому, ну, я понимаю, да, что дети не сидят на сайтах и форумах. Сегодня, да, пространством стали социальные сети. Но я соглашусь, да, Анастасия, что это безусловно так. Но мы ведь находимся в информационном пространстве с точки зрения, да, обучения еще на каких-то, наверное, начальных этапах. И скорее всего, да, раз вот создаются образовательные сайты, как вот источники, да, как некие, может быть, вот библиотеки, да, как некие глоссарии, как некие справочные, да, службы. И если, да, твой учитель вот тебе советует вот над этим поработать, на это обратить внимание, вот с таким-то, да, вот там тестом, да, ознакомиться и там пройти его, то я думаю, что у большинства обучающихся это рождает определенное доверие, потому что в том же социальном пространстве, да, в пространстве социальных сетей можно запутаться. И помните о том, что детям, и как ни странно, в первую очередь подросткам, нужны тылы и опоры. Так что не исключено, да, что ваши сайты, если они грамотные, профессиональные, да, с позиции вас, профессионалов, да, учителей, то они могут стать для ваших детей, да, вот в этом интернет-пространстве некими, да, вот по-хорошему островами, якорями, да, и точками опоры, от которых можно отталкиваться, да, и развиваться. Подумайте вот с этой стороны, да, я тоже, знаете ли, да, не человек там прям социальных сетей, и, наверное, уже не в том возрасте, да, чтобы вот от этого фанатеть. Вот. Но тем не менее, да, если мы говорим о детях и об учительстве, да, то вот эта вот возможность разговора и предоставления детям таких, да, вот основ все-таки важно. Хочу прочитать. Ух ты, как вы взбодрились на этой теме. А как можно учесть сайт в конкурсе? Ведь это тоже отражение деятельности учителя. Ну, по большому счету это учитывается. Ну, смотрите, уважаемые коллеги, мы в данном случае мы можем вернуться, опять же, к конкурсному испытанию сайт, условно говоря, но он будет выведен именно на заочный этап. Фактически, да, можно сказать, что баллы, которые... Ну, это решение, да, даже региона, вот да. Во всех случаях. Если мы понимаем, что у нас вот эта составляющая недостаточная, ну, тут вот, да, прям не тот сообщество включились, и Воркута, и Карткироз, коллеги, спасибо большое, да, что вот это вот делаете. Не исключено, что вот сейчас сделали шаг назад, да, вот организаторы конкурса относительно сайтов, ну, осознав, что некая формализованность, да, началась. То есть они понимают, что этой теме нужно вот развиться, да, наполниться, чтобы люди действительно поняли ее значимость. Поэтому, может быть, вот пока вывели за рамки конкурса. Но я вам хочу напомнить, конкурс же не ради конкурса, да, мы ведь и сейчас с вами встретились не ради конкурса, а ради профессионального развития и ради выработки тех, наверное, индивидуальных маршрутов и траекторий, которые позволят нам, уважаемые коллеги, конкурс рассматривать как вот такую возможность, да, вполне себе гордого, да, представления своих замечательных педагогических находок и открытий. Поясню, почему все-таки, наверное, отказались от этой идеи.
членов жюри федерального этапа проводятся также методические семинары. Так вот, именно в части анализа сайтов участников конкурса отмечается, конечно же, главная проблема – это авторские права и их соблюдение, потому что достаточно много материалов, которые размещены, они, в общем-то, ну, так скажем, условно не подлежат к рассмотрению в качестве методических, например, и так далее. Очень много заимствований, очень много отмечается нарушение в данном случае авторских прав и так далее, когда проверка на плагиат, в общем-то, определяет достаточно большой процент информации, который действительно был изъят из других источников и прочее. А поскольку эта ситуация повсеместная, условно говоря, да, то по сути сам по себе сейчас, наверное, сайт как просто-напросто некая витрина того, что ты, например, сделал к тому или иному моменту, например, какие уроки разработал, например, да, для того, чтобы показать. И по сути, наверное, от этого отходит. Сейчас, в общем-то, достаточно активно разрабатываются платформы образовательные, цифровые, фактически уже когда они интегрированы в образовательный процесс, и учитель вместе с учениками работает непосредственно вместе с ним, то, наверное, все-таки происходит какая-то переоценка самого по себе сайта, как факта, наверное, так скажем, иллюстрирующего профессиональную деятельность. В связи с этим, посмотрите, пожалуйста, в этом году также рассматривается, обсуждается возможность непосредственно использования сайтов, участников и так далее, но в общем-то, сейчас уже ориентируется на определенный продукт, который может сделать сам конкурсант. Например, видеовизитка в контексте не только, наверное, осваиваемых технологий, но и в том числе и возможностей цифровых образовательных, то есть тех средств, которые используются им в профессиональной деятельности. Можно я напомню, Конечно. да, Александр Викторович, а у нас между тем, да, был, да, слайд в рамках методической мастерской, где мы могли жюри, да, предложить возможность подробнее, да, с нашими какими-то идеями, да, и воплощениями, продуктами дидактическими, методическими познакомиться уже на сайте. То есть фактически вот методическая мастерская – это в том числе презентация разных ваших ресурсов, да, в том числе электронных. Ну вот по сути вот Анастасия сейчас подытожила, да, что это может быть пространство полезным, да, для обеих сторон. И, наверное, еще российскому учительству, поверьте, да, не только в нашем регионе, да, во всей стране предстоит научиться, да, наполнять его, да, вот такими выверенными, да, продуктами, потому что зачастую ребенок вот доверяет именно вам, да, и вот именно вот мой учитель, да, вот он посоветовал то-то. От детей мы это слышим, да, все, поэтому, конечно. Уважаемые коллеги, будут ли у вас еще какие-то вопросы, вы можете задать их в чате, ну, а мы, конечно же, если они появятся, на них обязательно ответим. Но хотелось бы уже перейти к завершению в данном случае. И в качестве резюме хочу обратить ваше внимание, что мы инициируем непосредственно проведение методического семинара уже в рамках конкурса, где действительно вопросы, которые касаются участников конкурсных испытаний, сопровождающих представителей муниципальных методических служб, то есть чтобы предоставить вам возможность здесь и сейчас получить ответ на интересующие вопросы. Мы благодарим вас, уважаемые коллеги, за то, что вы были сегодня с нами. Мы благодарим Нину Николаевну, которая присоединилась сегодня к нашему круглому столу. Мы желаем вам успехов в подготовке к уже российскому этапу Всероссийского конкурса «Учитель года», который состоится в этом году в Ростове-на-Дону. И, как уже сказал Светлана Анатольевна, мы уже начали, собственно, эту подготовку. Сегодня была наша первая встреча установочная. Уважаемые друзья, мы открыты к обсуждению формата нашего конкурса, поэтому вы можете направлять ваши предложения, ваши рекомендации по организации, в том числе и заочного этапа, в том числе и по учету сайта участника и так далее. Ну и, конечно же, все иные предложения, которые у вас возникают в связи с проведением данного конкурса. Думаю, что на организационном комитете и от имени вас институт представит эти предложения, ну а дальше уже будем рассматривать, как они будут учтены нашим учредителям.
Традиционно наш конкурс проводится в начале апреля, поэтому очень желательно, чтобы в муниципалитетах этот конкурс завершился уже к 8 марта, для того, чтобы в этот промежуток мы могли собрать уже все необходимые сведения и документы по всем нашим участникам. Уважаемые друзья, поскольку я полагаю, что у нас вопросов нет, мы благодарим вас за участие в нашем круглом столе. Всего доброго, до свидания. До свидания, уважаемые коллеги. И очень, да, было радостно всех еще раз увидеть, да, еще раз пролистали, да, в нашем бюллетене ваши фотографии, да, такие замечательные лица. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Всего доброго.